Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, что коты правят землей. И это настоящая информация. А на самом деле у нас с вами сегодня очень интересный расклад на одну позицию, конец или пауза в ваших отношениях. И, между прочим, на картах Таро коты правят землей. Вот такую колоду я приобрела совершенно недавно. Это колода из Нью-Йорка. И она просто великолепная. Это культовая колода Таро. Карты я уже положила из коробочки, вытащила. И у нас с вами будет расклад однопозиционный. А это значит, что вы будете из двух камушков выбирать один. Если вы не понимаете конец или пауза в ваших отношениях с загаданным человеком, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и смотрите. Но перед этим выберите свой камушек. Давайте нашу колоду перемешаем и для всех посмотрим послание высших сил. Потому что мы так делаем очень-очень часто, практически всегда, перед раскладом. Что вам хотят намекнуть, сказать, подать знак высшие силы. Давайте снимем 3 раза, будто бы вы сидите прямо напротив меня. И посмотрим дно колоды сейчас. Итак, что там на дне? Ух ты, двойка пентаклей. Смотрите, какие прикольные коты-близнецы. А это значит, что, возможно, высшие силы посылают вам человека, очень похожего на вас, буквально как будто смотритесь как в зеркало. Подумайте, может быть, этот человек уже есть в вашей жизни или появится в самом ближайшем будущем. Что вы будете делать с таким человеком? Полюбите или будете всячески отрицать? Как вы относитесь к себе? Вот в чем вопрос. Именно то отношение, которое у вас к себе, вы и направите на этого человека. Итак, давайте выбирать один из двух камней. Я загадаю камушек для себя в голове, а вы узнаете с помощью своей интуиции, какой камушек я загадала. Здесь у нас флюорит и халцедон. Вам нужно выбрать, понять, какой камушек я загадала. И тогда, если вы отгадаете, значит расклад это точно про вашу ситуацию. А вот если нет, все равно смотрите. Вдруг вас интуиция подвела, да? Бывает такое. Может быть, расклад вам тоже подходит, вы увидите в нем свою историю. Итак, какой камень я загадала? Отгадайте. Даю вам время. Надеюсь, что все поняли, все выбрали. Я загадала халцедон. Вот так-то. Не пишите ответ в комментариях, потому что все на это возмущаются. Итак, раз мы халцедончик с вами отгадали, да, то смотрите расклад. Если не отгадали, все равно можете посмотреть. Нет проблем. Просто проверили свою интуицию. Да? Итак, конец или пауза в ваших отношениях с загаданным человеком. Смотрим. Так, я не зажгла свечу, но это ж надо, а? Давайте ее зажжем, конечно. Нам же надо силу огня еще сюда использовать. Это важно. Итак, наши карты. По традиции мы выкладываем вашу карту, это вы в этих отношениях, а это загаданный человек. Вы у нас сейчас, на сегодняшний день, да, это карта мир. Ну, это понятно, вы стараетесь пойти на мировую. Вы хотите в этих отношениях настоящего мира, гармонии. Вы хотите быть с этим человеком. Вы хотите почувствовать себя счастливым человеком. Вы хотите доверять высшим силам, Богу, да. А человек у нас дьявол. Кто такой дьявол вообще? Человек может быть во власти черной магии, что на него идет какое-то магическое воздействие, и именно поэтому у вас застой в отношениях, пауза, и как будто, может быть, даже вам кажется конец.
Человек может во власти пороков быть, то есть там алкоголь, наркотики. Но это всегда тоже говорит о том, что у него есть проклятие по роду или приобретенные проклятия в жизни, да, там порча из глаза, привороты. Дьявол, он и есть дьявол, это черная карта, да, черно-магическая. И, соответственно, этот человек находится в состоянии некой зависимости. Именно от темных сил, они им сейчас манипулируют. Может быть, кто-то его взял в оборот, пытается им управлять. Задумайтесь, кто это может быть. Есть ли у этого человека какие-то на стороне отношения, или, может быть, вы вообще общались с женатым человеком, замужней дамой. Но в любом случае сейчас человек попал под чьи-то манипуляции, 100%. Именно поэтому у вас что-то, скорее всего, не так в отношениях, потому что им кто-то сейчас управляет. Потому что он во власти каких-то пороков, черной энергии находится. Вот вы находитесь в более-менее, кстати, светлых энергиях по карте Мир. И вы понимаете, что вам нужна защита, и вы уже вокруг себя создали круг этой защиты. То есть вы, может быть, молитесь, может быть, ходили к практику, но защита у вас, ну, может, от природы есть. У этого человека сейчас нет никакой защиты, которую вы загадали. Он находится буквально под влиянием. Соответственно, мы знаем теперь, что вот уже в первых двух картах все понятно, что с человеком что-то было не так изначально, да, что кто-то, может быть, охотился на него, кто-то, может быть, пытался взять его под контроль изначально, даже когда начинались ваши отношения. А может быть, кто-то вмешался в эти отношения. Согласитесь, почему бы и нет? Хорошо, давайте посмотрим, как этот человек относится к вам на самом деле, что он чувствует к вам. Как он относится к вам, что он чувствует к вам. Башня. Ну, он чувствует очень кризисное такое состояние у него, да. Он чувствует полный раздрай внутри, ему очень плохо. Сейчас для него в отношениях действительно разрыв, кризис. Он очень зол на что-то. И у него гнев, ревность, бешенство. Он не успокоился. Спокойным его не назовешь. У него выпал дьявол и выпала башня. Вы вообще можете себе это представить? Такие негативные карты. И именно про этого человека. Конечно же, эти карты показывают, что с человеком очень-очень плохо. С ним что-то совсем не так. Он, может быть, попал в беду. Задумайтесь, где, как это может быть. Может быть, вы можете помочь этому человеку. В его жизни идет разрушение не только в чувствах к вам, в отношении к вам. И на вас он явно какую-то агрессию имеет именно сейчас. Он очень распсиховался, он злится, он испытывает очень тяжелые эмоции. И гнев, и ревность, и мучения какие-то внутренние. Он считает, все рухнуло, все, что он строил. И, естественно, любой человек, вот если он долго что-то строил, а оно рухнуло, он будет очень сильно нервничать. Поэтому этот человек сейчас в вашу сторону всю гамму каких бы то ни было высоких и мощных чувств испытывает, ну, как позитивные, так и негативные. И больше, конечно, негативные. Как вы расставались, напишите. Ссорились ли бурно? Выясняли ли отношения? Или был повод для ревности с его стороны? Или с вашей стороны в его сторону был повод для ревности? Может быть, вы ему закатили какой-то скандал, оскорбили? Скажите мне, потому что это важно. У каждого же своя жизненная история. Но башня просто так не падает на чувства. Конечно, не падает. Хорошо. Как он хочет, чтобы вы думали, что он к вам относится? Как он хочет, чтобы это выглядело? То есть внутри прямо вот ого-го что. Как он хочет, чтобы это выглядело? Император. Что он управляет ситуацией, что он главный. И что у него много сухих именно эмоций таких. Знаете, вот постольку-поскольку деловое отношение. Император всегда говорит об эмоциях, которые взяты действительно под контроль. Он может гневаться праведным гневом, но редко, очень редко. Император не так уж часто выходит из себя и не позволяет себе этого. Ну, как и любой царь, правитель, там, не знаю, президент. Чтобы вывести такого человека из себя, нужно очень захотеть. И не факт, что получится, да.
И он хотел бы, чтобы вы видели его именно таким, что он относится к вам сухо, чопорно, по-деловому и никаких негативных эмоций не испытывает. От слова совсем. Хотя вы его явно чем-то очень разозлили. Давайте посмотрим, по какой причине он от вас устранился, от общения, вообще от вас, отдалился. Какая причина? Умеренность. На самом деле причина была в пассивности. Он посчитал, что либо вы очень мало действовали в его сторону в отношениях, либо, может быть, приходилось очень много терпеть в этих отношениях, ну, ему с вашей стороны. То есть от вас что-то терпеть приходилось очень много. И это терпение будто бы взяло и просто лопнуло. Умеренность, она всегда говорит о некой андрогинности. Я поясню. Это нет пола у человека, его нет. Ни мужчина то, ни женщина. Причина, почему он от вас отдалился, он в последнее время энергетически не понимал, вы мужчина или женщина. Это часто бывает на физическом уровне, когда женщина не хочет носить там неудобную ей обувь на шпильках, а только кроссовки, не хочет там косметикой краситься, причесываться, не следит за собой. И на психологическом уровне, когда женщина мужчина. И вот двое мужчин есть в отношениях. А ваш партнер, допустим, не является не той ориентацией и посчитал, что значит не быть таким отношением, его это взбесило. То есть это может вот такая быть причина по этой карте. Задумайтесь над ней. Хорошо, давайте посмотрим, что неприятного для партнера в вашем общении друг с другом. Неприятно что? Паж мечей. Неприятно колкости, сарказм, недоверие, подколы, истерики. Постоянные истерики. Может быть, сплетни. Как будто бы вы его доводили очень сильно по пажу мечей. Выясняли с ним, возможно, отношения, подкалывали его, критиковали. Может быть, критиковали его не раз, и не два, и не три, а много-много раз. А ему приходилось по умеренности это терпеть. И его терпение обрело какие-то границы. Он это так считает. Я не говорю, что это правда. Но карты сейчас показывают его позицию. То есть как он считает, почему вы расстались? Почему он ушел, отдалился? Умеренность. Да? Вот андрогинность вот это. Непонятно, кто ты, какого пола. Как сказать, да? И много терпеть. Дальше, что ему было неприятного в общении с вами? Он считает, что вы ему закатывали истерики, не доверяли, критиковали его. И у вас были разговоры там с сарказмом, с подколами на повышенных тонах, с оскорблениями. Так, ладно. Что ему нравится в вашем общении на самом деле? Или в вас? Рыцарь мечей. На самом деле ему нравится ваша скорость, ваш задорный характер, то, что вы действительно можете иногда рубить с плеча. То есть вот у вас вздорный характер, он считает, вздорный, но ему, по сути, нравится вот эта жизненная страсть, понимаете? Ему это нравится, что у вас ядреный характер, лидерские качества. Вот понимаете, как интересно получается. Вы его как будто бы довели до белого коленя, либо не показывали, какого вы пола, и он это не понимал уже, что происходит. Но ему нравится в вас страсть к жизни, огонь внутренний и в то же время спесь. У рыцаря мечей, да, есть внутренний огонь, несмотря на то, что это воздух. Воздух и огонь, они идут бок о бок друг с другом. И у него есть действительно страсть, но есть и логика, и есть вздорность, да? Неуправляемость. Вот что ему нравится в вас. Может, вы ему сексуальную страсть не демонстрировали в последнее время? Задумайтесь. Пишите, как у вас на самом деле.
Так, что ему не нравится в вас совершенно, отрицает, не принимает. Четверка жезлов. Ну, четверка жезлов, вот рыцарь мечей непримиримость, а четверка жезлов, наоборот, дружелюбность, да? Когда ты прям чуть ли не в рот заглядываешь, все делаешь для человека, мирно с ним живешь, слишком стабильно, очень скучно начинается быть, потому что не хватает этих эмоций. Все ровно, и ему это не нравится, все ровно ему не нравится. Слишком мало сексуальности, слишком мало запала, огня. Вы к нему, может быть, дружелюбно относились, но ему не хватало вот этого вот драйва, понимаете, по рыцарю мечей. Драйв нужен человеку. По умеренности, конечно, драйва не было. Но вы ему при этом, по пажу мечей, будто еще и истерику смогли закатить. Вот понимаете как? Ему, видно, не истерика нужна была, а страсть вот эта, да, как заведенные люди, вот что в сексуальном смысле. Наверное, вот это ему хотелось. Как себя вести, чтобы наладить взаимодействие с человеком? Чтобы он вернулся, например. Как себя с ним вести? Вообще, вести себя с человеком можно, когда он все-таки где-то есть. Бывает, людей уезжают и раз и навсегда блокируют, да, и никогда не появляются больше. Но если человек появится, как себя с ним вести? Семерка мечей. Скрывать все свои чувства настоящие. Просто скрыть все, что есть. Недоверчиво вести себя. Не подпускать слишком близко. Человек себя повел как-то не очень по отношению к вам. Это явно. И пока что вот сразу раз его простить невозможно. То есть именно ограничить его от себя и вести себя очень недоверчиво. Я тебе не доверяю. Ты нарушил мое доверие. Или, ну, без обвинений, да, обычно психологи не советуют во фразу вставлять обвинение, тогда отношения не испортятся. Я чувствую, что что нарушилось мое доверие. Вот так. Я чувствую, что нарушено мое доверие. Я чувствую себя обманутым человеком. Мне плохо. Я ощущаю очень сильную боль, да? Но это можно высказать только тогда, по сути, когда вы все ближе. А пока вы слишком, допустим, на отдалении, ну, то есть человек появился, но еще не в вашей зоне комфорта, вы можете только вообще в принципе скрывать свои чувства и не подпускать его к себе. То есть общаться, но очень прохладно, да, постольку-поскольку, пока человек не начнет что-то более близкое говорить и по поводу именно вашей ситуации. Дождитесь этого. Хорошо. Как не стоит себя вести ни в коем случае, иначе ничего не выйдет, да? Король кубков. Вот принимать его с распростертыми объятиями, шептать на ушко слова любви не стоит. Никакой романтики, никакой душевности, никаких выслушиваний его там жизненных проблем, которые вас совершенно не должны волновать сейчас. Вас должно волновать только одно. Ты извинишься. Я признаю свои ошибки, ты свои. Все. Но первыми признавать свои ошибки вы не можете. Прогибаться вы не можете. И вы не можете ему сюси-муси петь сейчас, хотя он их очень хотел, и страсти там и всего, но не сейчас. Понимаете? Не сейчас. Вы все этим испортите. Так, и давайте посмотрим, что он скрывает. Не хочет, чтобы о нем вы знали. Ой. Девятка мечей, что у него глубочайшая депрессия, что его мучают кошмары по ночам, что он не может спать, что ему очень плохо. Помните, я говорила, что на нем есть магическое воздействие? Давайте проверим, есть оно или нет. Шестерка кубков. Девятка пентаклей. Четверка кубков. Вы знаете, карты тут показывают, что если что-то и есть, то из прошлого. Или даже по линиям рода. Это во-первых. А во-вторых, человек попивает. Он может опускаться в алкогольные зависимости, в игрозависимости, в наркотические зависимости. Если вы в нем уверены, что ничего этого нет, то в объедаловку и просмотр телека сутками. То есть у него явная депрессия. Явная депрессия. Что за темная энергия вокруг него кружится? Маг.
Императрица. Маг императрицы говорит о том, что женщина обращалась к практику. Темная энергия вокруг него явно кружится. Но так просто здесь определить весь тип магического воздействия, когда вас много, невозможно, поэтому карты показали его просто состояние. Видите, когда вопрос другой задаешь, карты уже более показывают здесь, что от женщины все-таки идет что-то. Хорошо, конец или пауза? Будет ли продолжение отношений по судьбе? В итоге, да, как развернется. Король мечей, двойка мечей, двойка пентаклей. Вот смотрите, эта карта выпадала как совет высших сил, да. Карты говорят здесь, что вы будете в итоге выбирать между этим человеком и кем-то другим. Вы встретите, будто вы прям свое отражение. И, может быть, это еще не этот человек. Вот. Поэтому здесь после только вашего выбора возможно понять, есть вообще судьба этих отношений или нет. Только когда вы встретите этого человека и будете выбирать. Но дальше я вытащила жрицу с десяткой мечей. Даже если вы выберете того человека, которого загадали, вам очень трудно будет справиться вот с этой женщиной. Потому что она всячески будет перекрывать отношения и их обрубать. И, возможно, она прикрыта магической защитой. Помните об этом. Ну, вот такая вот у нас сегодня получилась история. Пишите ваше мнение об этой истории, пишите, что у вас срезонировало. И ответьте на те вопросы, которые есть в раскладе. Всем пока и до новых встреч!